Однажды имам Ахмад, алейхи рахматуллах, он ведь собирал хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, оказался в чужом городе. Ночь, он вошел в мечеть, нету гостей, нету друзей, нету знакомых. И он решил остаться в этой мечети. Сторож мечети после молитвы ночной подошел и сказал: «Ты что здесь делаешь? Выйди». Все ушли. Он говорит: «Мне некуда идти». Он говорит: «Я ничего не знаю, уйди с мечети». Вы посмотрите на скромность этого великого имама Ахмад ибн Хамбал. Он не сказал ему, что я являюсь имамом Ахлус-Сунни валь-Джамаа Ахмад ибн Хамбал. Если бы жители этого города узнали бы, что он Ахмад ибн Хамбал, каждый бы пожелал, чтобы он пришел к ним и гостился у них. Но однако скромность этого великого имама не позволила ему сказать, что он является имамом Ахлус-Сунни валь-Джамаа. И сторож прогнал его, прогнал великого ученого, прогнал великого имама. Ля хаула ва ля куввата илля билля. Имам вышел и сел у пороги. Сторож выходит и видит, опять там сидит он у пороги. Он говорит: «Ты что здесь делаешь? Уйди отсюда». Он говорит: «Мне некуда идти, у меня нету гостей, родственников здесь». Он говорит: «Я знаю, куда тебе идти». Он взял его за ногу, затащил и выбросил прямо на улицу. Фаля хаула ва ля куввата илля билля. Сторож ушел, а напротив, оказывается, был пекарь, и он видит брошенного человека прямо на улице. Он подошел, проявил человечность, проявил на самом деле милость и милосердие, приглашает Ахмада ибн Хамбал и говорит: «Посиди у меня, я вижу, что ты гость, утром помолишься, покушаешь и уйдешь». Ахмад ибн Хамбал сел. Вы представляете себе, Ахмад рассказывает: пока я сидел рядом с этим человеком, пекарем, этот пекарь около 5-6 часов поминает Аллаха, стоит, поминает Аллаха, сидит, поминает Аллаха, печет, поминает Аллаха. Ла хаула ва ла куввата илля билля. Ахмад ибн Хамбал удивляется и говорит: «Слушай, сколько ты поминаешь Аллаха вот так?» Он говорит: «Всю жизнь, сколько я знаю». Он говорит: «Ты не устал или не устаешь?» Он говорит: «Нет, я уже привык». Ахмад спрашивает: «Хорошо, брат, сколько ты поминаешь Аллаха Джалла ва Аля, и что это тебе дало?» Он говорит: какой бы мольбой я не обратился к Аллаху, Аллах отвечал на все мои мольбы. Ахмад спрашивает: «О, брат, неужели ни одной мольбы не осталось, которому Аллах не ответил тебе?» Он говорит: «Да, говорит, осталась одна мольба». Ахмад ибн Хамбал спрашивает и говорит: «Если не секрет, говорит, раскрой мне эту тайну. И что ты просил?» И еще Аллах этому ответ не давал. Что за мольба была? Он говорит: «Это не тайна, я скажу тебе. Я просил у Аллаха Джалла ва Аля однажды: о Аллах, не забирай мою душу, не забирай меня с этого света, пока этими глазами я не увидел великого имама Ахлус-Сунни валь-Джамаа Ахмад ибн Хамбал». Аллаху Акбар. Ахмад, радiyallahu анху, схватился за голову и сказал: «Аллах». Он говорит: «Что случилось?» Тот Аллах, говорит, который ответил на все твои мольбы, ответил, говорит, сегодня и на эту мольбу. И что заговорит? Как говорит этот пекарь? Он говорит: «Слышишь, тот Аллах, говорит, который ответил на эти мольбы, сегодня, говорит, взял меня за ногу и выбросил, говорит, меня перед твоей пекарней, чтобы ты увидел меня. Это я, Ахмад ибн Хамбал». Аллаху Акбар. Вы посмотрите на скромность этого великого имама. Как не гордиться такими людьми? Фаля хаула ва ля куввата илля билля.